Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какой мужчина вами интересуется? Кто он? Возможно, песочек нам даже покажет его инициалы. Возможно, даст очень подробное описание. Давайте, если вам интересно, загадайте на себя, так и спросите, какой мужчина мной интересуется. И главное спросите, для чего. Надеюсь, вы, мои милые, настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какой мужчина вами, мои милые, интересуется. Вот он и вышел. Посмотрите, какой красавчик, да? Вот он, мужчинка, вышел. Так, интересуется. Причем интересуется очень-очень сильно. Тут даже про его характер показали. Даже, я так думаю, да-да-да. Подробненько песочек нам показал. Вот он сам. Вы видите, какой мужчина. Крепко стоит на ногах. У этого мужчины есть положение, у него есть деньги, у него есть возможности. И человек, он непростой, обеспеченный, либо, может быть, даже какой-то вот властью наделенный. Человек в жизни очень многого добился. Видите, ручки вверх держит. Значит, он говорит, вот он я, посмотрите, какой я красавчик, да, чего могу. Человек на лицо симпатичный. Не красавец, не модель, но симпатичный. У него какие-то, знаете, очень плавные черты лица. То есть может быть круглая голова, прям круглая в прямом смысле слова. И щечки могут быть, да. Он не толстячок, не пухляж, он нормального телосложения, но лицо какое-то круглое. Вот круглое. Может быть, кстати, у него и волосиков не так-то много, да, либо очень коротко стрижется, да, что вот прям голова у него такая вот шарообразная, да, правильно говорить, как шарик голова у него. Значит, смотрите, что с этим человеком. У него есть надежный тыл, у него есть дом, у него есть вот все, что нужно для жизни, у него есть. Возможно, за спиной у него брак был, потому что вот оно кольцо, но кольцо разорванное. И женщина, видите, какая с мечом стоит, злючая. Значит, однозначно, человек был в отношениях, и отношения были разорваны. Кстати, у кого-то может отыграться, что человек и не женился, но хотел жениться, но не вышло, потому что женщина, видите, какая все-таки с мечом, рубанула его где-то, да, жестко рубанула. И женщина такая, вот знаете, с кошельком вышла. То есть, возможно, алчная была, возможно, использовала его ради денег, возможно, узнала об этом. Ну и сами понимаете, да, не случилось, не срослось. Значит, он уже у нас пуганный браком. Хотел, да не вышло. Женщин он немножечко побаивается после этого случая. Кстати, у кого-то может отыграться, что мужчина, может быть, с мамой рос, и мама такая, знаете, вот деловая была, да, властная женщина. В общем, держала его в ежовых рукавицах, он, значит, на это все насмотрелся и думает, сложно с женщинами, да, вот пойди найди хорошую, чтобы добрая была, чтобы любила. Значит, он от женщины идет у нас пострадавшим, как хотите. Пострадал, достаточно, я считаю, жестко пострадал. Смотрит он у нас в левую сторону. Левая сторона у нас все-таки отвечает больше за комплексы, за сомнения, за какой-то деформированный взгляд на жизнь. То есть человек при всех своих хороших положительных чертах где-то немножечко попуганный, да? Где-то закомплексованный, где-то он такой, вот знаете, зажатый немножечко. И я думаю, по этой причине он к вам особо и не проявляется, потому что, знаете, как присматривается, интересуется. Он, знаете, как похож, на паука похож, да? Который паутинку плетет, думает, сейчас эта прекрасная девушка в мою-то паутинку и попадется. И тогда
уже я буду с ней разбираться поближе. Но очень осторожный мужчина, невероятно осторожный. Может быть, вы его знаете, может быть, вы его узнали в моем описании. Но он такой, даже бровью не поведет. Да? Вы мимо проходите, он такой весь из себя скала, весь такой на своей волне, а вы прошли, и он раз такой и обмяк. Думает: о, вот она, моя любимочка, пошла. А я вот не могу ей не признаться, не показаться. Значит, девочки, у этого человека огонь в крови. Здесь вышел у нас Овен. Он может быть по знаку зодиака Овен. Может быть, кстати, этот Овен еще указывает на то, что у него очень упрямый характер. С одной стороны, человек такой пробивной, да, вот этими рожками, видите, вот прям образ Овна, может пробить себе любой затор, любую стену снести, но с другой стороны, как заупрямится, только ничего не сделаешь, да, тут такой вот человек. По характеру, ну, скажем так, ну, такое, да, не идеальный, ну что скрывать, ну все мы не идеальны, у всех у нас свои тараканы есть, но вот этот характер, он его и выделяет. Благодаря этому характеру этот человек очень многое в жизни добился. Смягчиться может этот человек. Смягчиться, и есть вещи, которые его, знаете, как он очень сентиментальный на самом деле. Он это знает, считает, что это его слабость, и всегда старается блокировать эти чувства, блокировать эти эмоции. Но, девочки, если вы нащупаете в этом человеке вот эту точечку, да, которая вызывает эти все сентименты, и я вас уверяю, у вас будет просто ручной котик, да, вот такой весь такой добрый, ласковый котенок. Но чтобы нащупать, придется не один пуд соли съесть. Вы уж извините, но говорю как есть. Человек ищет любви, ищет счастья. Для чего? Для чего? Он и сам не знает. С одной стороны, он семью хочет, а с другой стороны, боится. С одной стороны, вроде как и возраст, да, нужно же как-то вот в семье жить, да, и детишек заводить, и все-таки хочется, да, с кем-то вот там посидеть в обнимочку, да, планы, опять же таки, о ком-то позаботиться, чтобы и о тебе позаботились. Но есть вещи, которые его пугают. Поэтому с человеком очень непросто будет сойтись. Но как только вы сойдетесь, все, как только он почувствует, что да, я нравлюсь, да, эта женщина ко мне симпатию испытывает, вот тогда у вас все сложится и все у вас получится. И еще важный момент, на который я хочу обратить внимание, что касается его имени. Ну, тут имя у него с буквой «С» связано, как хотите. Может, Сергей, может быть, тут еще, кстати, может быть, он Александр, да, но все его зовут Саша, да, вот именно «С». Вот «С» у него в буква идет, либо фамилия, либо вот имя. Больше, конечно, как имя отыграется, но и фамилия тоже может быть. По возрасту этот мужчина, как вы, может быть, несколько лет в плюс идет, да, постарше чуть-чуть, но незначительно. То есть, как вы, чуть постарше. Вот такой мужчина идет. С этим мужчиной вы однозначно видитесь постоянно. Он вас видит. И это не в интернете, он вас вживую видит периодически. Не каждый прям, может, божий день, но вот есть столкновение. Потому что я вижу, что у него, знаете, как сердце в пятки уходит, когда он вас видит, да, либо что видит, что вы приближаетесь. У него уж прям дрожь по телу идет. Вот такое ощущение. Он себе, как, знаете, нервы щекочет, когда вас видит. Значит, что будет этот человек делать? Он будет к вам очень долго идти. Вы уж извините, но говорю как есть, очень долго. Потому что человек в плане отношений еще тот тормоз. Если бы он был хоть немножечко менее закомплексованный, он бы уже давно вам признался, уже бы давно бы там и встречались, и женились бы, и уже бы детишек нарожали. Но у этого человека есть какой-то пунктик. Он за что-то стесняется, либо в себе чего-то стесняется. Может быть того, что он неопытный в отношениях. Может быть того, что как не повезло ему, да, до этого. Какие-то вот истории у него все-таки в шкафчике-то есть. Но тем не менее, послушайте, вот есть какой-то человек, у него друг, может быть какой-то ваш общий знакомый, может быть такой, знаете, вот душа компании, вот такой человек есть. Вот он через него будет действовать. Вот как-то будет заходить именно через какого-то человека. Так что, девочки, может быть, вас один позовет на свидание, да, а этот потом подойдет. Вот так у вас все сложится. Кстати, еще хочу отметить важный момент.
важный момент, у него какой-то авторитет есть, либо какой-то, вот знаете, о нем, ну вот разговор идет, да, вот что вот какие-то особенности, ну, про него говорят, да. И я вам так скажу, если вы что узнаете, знайте, что врут. Врут, либо слишком приукрашают. Вот все, что вы о нем услышите, делите сразу на 5 и не ошибетесь. Вот только так вы будете более-менее понимать. Значит, еще важный момент. Человек не жадный. Не жадный на любовь и не жадный на деньги. Но человек очень рассудительный. Очень рассудительный. Он, знаете, такой стратег, тактик и стратег. Он наперед всегда думает. Где-то, может быть, это может показаться, что он жадноватый. На самом деле нет. Если вы с ним начнете общаться, встречаться, поймете, как он думает, вы еще будете удивляться. Да, вот какой умный мужчина мне достался. Вот как он все хорошо, правильно считает. Я вижу, что здесь у большинства людей с этим человеком может сложиться, получиться любовь и счастье. В любом случае, девочки, вот как хотите, верьте, не верьте, но вот кто зашел именно на вот эту отсыпку, у вас в венце счастливая пара. Вот она, видите, женщина, мужчина и чаша между ними любви. Значит, вы сюда зашли не случайно. Возможно, вам и нужно было узнать, что вы будете счастливы в паре, в браке, в отношениях. И еще хочу добавить, что у кого-то из девочек отыграется, что ваш бывший постоянно вами интересуется. Может быть, не показывает, может быть, там весь такой из себя, там еще цаца, да, там на вас до сих пор там колючки покидывает, но тем не менее он очень интересуется вашей жизнью в плане того, где вы, с кем вы, как вы. Вот это ему интересно. Узнает о вас где только может, но сам не идет на сближение, хочет с вами о чем-то поговорить, что-то для себя хочет выяснить, будет позже немножечко к вам идти и будет искать повод, чтобы, ну вот как-то, ну не знаю, заново что ли войти в вашу жизнь, либо как-то вот, знаете, зацепить вас за что-то, чтобы вы вот как к нему бы обратились, может быть. Поэтому, знаете, вот какой-то бывший прям постоянно о вас справочки-то наводит. Вот так вот, мои милые. Мое гадание закончено. Если гадание было полезно, понравилось, пожалуйста, не забудьте отметить его лайком. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.